Республика Коми – это не только бескрайние леса и кристально чистые реки. Регион славится своими умельцами и мастерами. Резьба по дереву, гончарное дело, узорчатое вязание, лоскутное шитье – и это далеко не все. Во многих районах республики сохранились традиционные, основанные на ручном труде и пришедшие от дедов и прадедов народные ремесла и художественные промыслы. Вот только сейчас мастерам приходится совсем непросто. Конкурировать с крупными производителями не получается. Да и площадок, где можно было бы показать себя, становится все меньше. Главная причина того, что отрасль оказалась в таком тяжелом положении, не в том, что чего-то не хватает в республике. Сырья и материала более чем достаточно. Традиции в основном сохранены. Мастера-умельцы еще остались и готовы работать. Весь вопрос в отношении к отрасли, понимании предмета и принимаемых решениях. Не должно сложиться впечатление, что в республике мало делается в плане сохранения и продолжения традиций народных промыслов. Возродить былое возможно только при комплексном подходе, уверены ремесленники. При этом важно понимать, что народные художественные промыслы – это такая же отрасль, как лесная или любая другая. А значит, необходимо создать единый свод правил игры и договориться о мерах поддержки. Сейчас в кризис, когда у всех упали обороты, всем очень сложно выживать с нашими налогами, нам необходима помощь именно в модернизации. Просто мы не лентяи, мы хотим работать, дайте нам возможность, не знаю, модернизироваться, закупать оборудование, как-то работать в том числе на благо республики. В числе предложений возобновление региональной программы модернизации производственных мощностей и предоставление субсидий из регионального бюджета. Необходимо разработать проект нового закона о народных художественных промыслах. Предыдущая версия давно утратила свою актуальность. На пользу пойдет и разработка целевой программы неотложных мер по возрождению, сохранению и развитию народных художественных промыслов на ближайшие 5 лет. Владимир Уйба инициативу поддержал и поручил правительству региона подготовить концепцию развития отрасли. Комитету по имуществу нужно будет параллельно с проработкой закона уже сейчас проработать нормы, снижающие уровень арендной платы вплоть до 1 рубля за аренду квадратного метра номинальную на какой-то период, допустим, на 5 лет, на период подъема отрасли. По мнению главы региона, чтобы добиться качественного результата, делать первые шаги нужно уже сейчас. Тем более, что повод более чем весомый – столетие региона. Участие местных мастеров народных художественных промыслов в подготовке к большим праздничным событиям особенно важно. Каждый, кто посетит республику, захочет взять с собой на память ее частичку – сувенир. Для Коми это прекрасная возможность познакомить гостей с богатой культурой и историей нашей республики. Ксения Лосева, телеканал Юрка.